В первую очередь поздравляю всех дам с наступающим первым весенним праздником, Международным женским днем, но я подчеркиваю, Днем мамы. Я полностью согласен с предыдущим докладчиком Ириной Игнатьевной. Самая главная цель, товарищи, что доступность сделать самое главное, что студенты на выходе получили работу. Вот все вот эти мероприятия, чемпионаты, республиканские, российские, международные, объединительные, в первую очередь они предусматривают главной целью трудоустройство. И вот наши работодатели, то есть здесь плохая работа, извините, я прямо говорю, организации, которые очень плохо работают, Госкомитет по занятости, они должны были работодатели активизировать, чтобы работодатели действительно участвовали вот в этой деловой программе. Ну, значит, Александра Арсеньевна затронула мою больную тему. Я не хотела не останавливаться, но придется. Я 10 лет об этом говорю. Термин «инвалид», коллеги, в Федеральном законе об образовании, глава 1, статья 2, основные понятия. Читайте закон. Отсутствует. На каком основании Министерство оборнауки, Министерство просвещения использует этот термин? Если в федеральном законе его нет. Вот о чем идет речь. Термин «инвалид» – это оскорбительный термин, еще раз говорю. Я вчера об этом говорил, меня не слышат, сегодня раз повторяю, я 10 лет об этом говорю. И в Якутии, и в России, и на международных форумах, конференциях. Термин «инвалид» – это оскорбительный термин, означает непригодный. Вы хотите обучить студента и говорите, а ты инвалид, ты непригодный. Вы уже его унижаете. Вы преподаватель. Термин «инвалид» используется только в России. Россия имеет, я акцентирую, великий, могучий русский язык. Европа не имеет могучего языка, но Европа, ни один европейский университет, ни школа, ни детский садик, ни Европы, ни Америки, ни стран АТР термин «инвалид» не используют. Я занимаюсь научными исследованиями в области инклюзивного образования 30 лет. Я изучаю и российский опыт, и зарубежный опыт. Нигде там термина «инвалид» нет. Почему Россия, имея великий, могучий русский язык, использует иностранный оскорбительный термин? Вот о чем речь, которого нет в федеральном законе. А то, что чиновники Минобрнауки не соблюдают закон, это уже их проблема. Я об этом писал президенту Путину, когда он выступал 3 декабря, и вышло поручение о встрече с общественными организациями. Эти поручения были разосланы в Минобрнауки, в Минпросвещение. Они пошли на места. И вот это поручение президента, предложение по развитию инклюзивного образования в том числе, пришло в СФУ 31 декабря. И мне дали. И я за выходные дни подготовил десятки предложений, в том числе исключение термина «инвалид» из российского обихода, из сферы образования. Поэтому, коллеги, давайте будем уважать наших детей и использовать термин «особые образовательные потребности». Ну а теперь уже конкретно по круглому столу. Тема у нас – обеспечение доступности образовательных организаций. Правильно, модератор? Да, правильно. Да. Обеспечение доступности образовательных организаций. В государственной программе «Доступная среда» как регионального, республиканского, так и федерального уровня, помимо, о чем вы сегодня говорили, только вы говорили об архитектурной доступности. Есть еще много направлений, есть транспортная доступность. И самое главное, есть информационная доступность. Вот студент пришел в колледж, зашел в аудиторию. А как он получает учебный материал? Самое главное – это не попасть, а самое главное – учиться. Как он получает материал? Ну, скажем, колясочник, он и видит, и слышит. Ему не надо этот материал. Он с доски видит, ушами слышит, все в конспекте пишет.
Глухому студенту, если есть сурдопереводчик, он видит, тоже ему легко. А каково же незрячему студенту? Об этом вы совсем ничего не говорите. Никто не говорит. Ни в Якутии, ни в России. Самое главное, товарищи, у нас информационная доступность, чтобы у нас вышел выпускник с качественной подготовкой. Как предоставлять незрячему студенту в том же Житайском техникуме материалы? Им не предоставляют по системе Брайля материалы, а вы обязаны предоставлять. Тот же техникум инвалидов, тот же ваш колледж. Ни в одном колледже, кроме СФУ, не предоставляют для незрячего студента материалы в доступной для него форме. Для студентов с нарушением зрения увеличить надо шрифт или в аудиоформате дать. Вот самое главное, вот об этом мы должны с вами в будущем учесть и об этом говорить. А так вообще доклады очень содержательные, очень грамотные, но, к сожалению, я человек прямой, я выступаю очень много и говорю и на российских, и на республиканских. Коллеги, вы не соблюдаете никогда регламент. Ни вчера не соблюдали регламент, ни сегодня. Да? Все-таки надо уважать организаторов, у них какие-то планы запланированы. Надо уважать нас, участников. И в будущем, пожалуйста, коллеги, соблюдайте регламент. Вы сами его написали. Большое спасибо. Спасибо, Ильмар Ахмадович. Так, еще кто у нас?